Сумма ущерба более 1 миллиарда рублей. Об этом объявили сегодня на оперативном совещании правительства, оценивая урон, нанесенный агрокомплексу обильными осадками. Пока данные представили 33 района, оценить ситуацию полностью можно будет после того, как информацию дадут остальные. Восстановление разрушенных мостов, диспансеризация с новой услугой и фасады уфимских зданий. О главных темах заседания в материале Динары Таймасхановой. Непрекращающиеся дожди продолжают препятствовать работе на полях. А из-за переувлажнения почвы гибнет урожай. Сумму ущерба аграрии республики оценивают в 1 миллиард рублей. Подготовлен проект распоряжения правительства о введении режима ЧС с 11 июля по 11 сентября. Уже зафиксирована гибель сельхозкультур 120 тысяч гектар. Это более миллиарда ущерб. Это по 33 районам. Остальные до среды ожидаем. Мы смотрим, значит, уже по перераспределению земель на следующий год. Если какие-то предприятия не смогут в 2025 году засевать, уже более сильные, значит, будут эти площади занимать. От дождей пострадали и другие объекты. На восстановление проездов, ремонт мостов или обустройство временных путей предусмотрено 82 миллиона рублей. Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зилаирский, Еремикеевский и Учелинский. И этим районам досталось от стихии больше всего. Просьба к вам, муниципалитетам, оперативнее все делать, чтобы вы там не ушли где-то в ноябре, вы там не сможете делать, чтобы за сентябрь, октябрь, скорее всего, октябрь получится конкурентная процедура. Жаль, что у нас нет никаких возможностей как-то оперативно эти конкурентные процедуры, ЧС никто не объявлял, так? Хорошо, тогда в рабочем порядке проводим. Но главным хочу сказать, это ваша зона ответственности. Активнее работайте, Минтрансом. Я все поручения дал. Значит, деньги будут на это. На совещании руководитель Минздрава рассказал о проведении диспансеризации в регионе. В этом году в нее включена оценка репродуктивного здоровья женщин в возрасте от 18 до 49 лет и мужчин в возрасте от 18 до 55. Кроме того, первый этап диспансеризации можно пройти в фельдшерско-акушерских пунктах. За 7 месяцев мы осмотрели уже более 1 миллиона человек и выявили большое количество заболеваний. Это в первую очередь болезнь системы кровообращения, далее идут болезни органов дыхания, злокачественного образования, сахарный диабет. Конечно, раннее выявление этих заболеваний – это спасенная жизнь, это однозначно. К юбилею Уфы будут не только проводиться мероприятия, будет изменяться внешний вид города. Так, например, проводится один из сложных видов работ – преображение объектов культурного наследия. В этом году выдано 23 разрешения на ремонтно-реставрационные работы. Мы с Ратмиром Рафиловичем договорились, и эту работу мы будем проводить всегда. То есть каждый год именно на вот такой ремонт, обеспечение эстетики, комфорта наших улиц, начиная от исторических и далее на периферии, мы эту работу будем делать. Не всегда бывает, что проект учел какие-то нюансы, приходится останавливать работы, проводить повторные изыскания и вносить корректировку. Но, тем не менее, цель и задача стоит, чтобы большинство объектов к 30-31 августа были завершены работы, и чтобы город у нас преобразился и в лучшем свете предстал перед гостями и жителями города. Ради Хабиров также напомнил, что в Уфе появится Башкирский Арбат, улица Октябрьской революции, которая будет тянуться до набережной и колоннады дружбы Башкортостана и Абхазии. Это будет новый туристический маршрут. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Равиль Архимзянов. Новости Уфа.